سوگند به نام پاک خدا. سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. با نامی به عالم آورش خورد قسم، با شیر سفید مادرش خورد قسم، با هستی ننگ پرورش خورد قسم، با هر سر جان کشورش خورد قسم. بیدار شده، بیدار شده، تقدیر یک است این قسم هر یکی ماست. بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست. بهر همه درد زندگی همچو دواست، زیرا که بشیر مادر و نام خداست. در این قسمی، در این قسمی بر جلال و شانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن به نامت قسم ای وطن. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 23 года, рост 180 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Его профессиональный рекорд 4 победы. Одно поражение при одной ничьей. Он представляет бойцовский клуб «Скорпион» из Махачкалы, Россия. Приветствуйте, Рамазан Амиров! А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 19 лет, рост 178 сантиметров, вес 77,1 килограмма. В его активе 3 победы, ни одного поражения. Он представляет бойцовский клуб «Ахмат», Таджикистан и президента Раджабали Байонова из Таджикистана. Вот он, действующий чемпион Лиги ЧФС в легком весе Нурулло Алиев. Рефери поединка Максим Протасов. Парни, правила знаете, не нарушаем. Руки пожали. Итак, финальные инструкции бойцы услышали от рефери данного поединка Максима Протасова. 10-й бой вечера. Рамазан Амиров против Нурулло Алиева. На самом деле, честно говоря, один из самых мною ожидаемых поединков этого вечера. Нурулло пока что является действующим чемпионом в легком весе, но он 2 раза подряд не смог защитить свой пояс из-за болезней и травм. Поэтому в следующем поединке, на одном из следующих турниров 6 октября в Тольятти, временный действующий чемпион в легком весе Максим Трунов сразится с чемпионом в полусреднем весе Анваром Черкесовым. Для Нурулло он решил подняться в весе. Ему очень трудно было гонять весовую категорию 70 килограмм. И видим даже, да, несмотря на то, что для Рамазана Амирова это его весовая категория 77, он выглядит поменьше даже, чем Нурулло. Что касается Рамазана Амирова, у него 4 победы, 1 поражение, и он очень сильно просил этот бой. Как только было объявлено о том, что Нурулло не сможет защитить свой пояс в бою против Анвара Черкесова в городе Пенза, и что его перенесут на следующий турнир сюда, в город Астрахань, в весовой категории 77 килограмм. Мой телефон матчмейкера
стал просто разрываться от звонков его представителей. Дайте нам этот бой. И сейчас посмотрим, готов ли Рамазан Амиров к такому уровню оппозиции, как чемпион Лиги GFC. Пока что никаких активных действий не предпринимает ни один, ни второй спортсмен. Рамазан пытается завязать Нурулло, не дать ему бить. Сейчас попробовал накинуть ноги. Забирает Кимуру. Нурулло, по-моему, близок к тому, чтобы сесть в маунт. Или в халгарде. Нет, в халгарде находится Нурулло. Рамазан возвращает, восстанавливает защитную позицию гард. Нурулло отжимает ему голову. Да, видимо, Рамазан не рассчитывает на болевые либо удушающие приемы, не активно работает, а все-таки хочет завязать соперника, не получить урона и подождать, пока его поднимут в стойку. Нурулло же с этим абсолютно не согласен, проявляет активность, добивает своего соперника. Но пока что без видимого ущерба. Половина раунда прошла. Нурулло Алиев пока что контролирует ход поединка. Красавчик! Нурулло вновь заходит в партер. Вообще, что стоит сказать о стиле ведения поединков Нурулло Алиева? Он явный смешанник, он смешивает ударную технику с борцовской, и он держит очень высокий темп в своем поединке. А мне кажется, при переходе на весовую категорию выше, когда не надо мучить свой организм с гонкой, он может еще лучше себя показать, и выносливость должна еще выше подняться. Посмотрим сегодня, насколько хороши его функциональные качества в новом для него весе. Слышим мы, как активно публика поддерживает Нурулло Алиева. Знаем мы, что во многих городах России очень большая таджикская диаспора, и они всегда очень горячо поддерживают своих спортсменов. Очень любят они смешанные единоборства. Поднимает Максим Протасов спортсмена в стойку. Рукопожатие, и продолжается поединок. Хороший лоу-кик в исполнении Рамазана. Попытался продублировать. Но Нурулло был готов к этому. Вновь в позиции партера оказываются спортсмены. Нурулло в доминирующей позиции сверху. А Рамазан вновь в невыигрышной для себя. Левый боковой в партере пропускает Амиров. Да, Нурулло пока что полностью контролирует ход поединка. Оказывается в позиции бокового удержания. Забирает спину. Все, красавчик! Близок к тому, чтобы заправить ноги. Все! Ай, бля. Садится в маунт. Забирает спину. Вновь. Все! Заправил одну ногу, правда, пока что. Очень плохая позиция для Амирова. Очень тяжело дышать. И очень большое воздействие на диафрагму производится в этом положении. Бля, Первый раунд закончился с явным преимуществом Нурулло Алиева. Да, очень крупный он, даже для 77 килограмм.
данного поединка. Ой, красавчик! Зацеп исполнения Амирова окончилось для него плохо. Нурло удачно сконтрил ее и снова оказывается в позиции партнера сверху, он забирает спину соперника. Рамазан разворачивается. В общем-то, повторяется сценарий первого раунда. Амиров сверху контролирует своего соперника, выполняет добивание. Я слышу, публика активизируется, скандирует Нурло, Нурло. Оу! Да, полное Шапашка доминирование до пока что в исполнении Нурло Алиева. Слышим мы, что рефери поединка Максим Протасов Оп! призывает спортсменов не хватать друг друга за экипировку. Хороший удар локтями в исполнении Нурло Алиева. Видимо, что Рамазан Амиров потихоньку начинает уставать, не предпринимает каких-то активных действий, не пытается встать, не пытается закрыть болевой либо удушающий. Рамазан Амиров пытается всячески завязать Нурло Алиева, не дать ему работать, но тем не менее Нурло очень грамотно работает, миксует удары в голову и по корпусу с обеих рук, в локти. Половина раунда уже прошла в таком ключе. Делает Нурло достаточно, чтобы рефери поединка Максим Протасов не поднял стойку. Но, конечно, какого-то очень большого урона не наносит при этом. Отключил Нурло Алиев правую руку Рамазана Амирова. Осталась у него только одна рука для защиты. Вернул контроль Рамазан. Да, пока что не удается ему никак нащупать ход поединка. Только защищается и пропускает удары Рамазан Амиров. Очень успешно Нурло сконтрил попытку треугольника в исполнении Амирова. Но вновь вернулись они в позицию гарда. И вновь так называемый ground and pound исполняет Нурло Алиев. О! Красавчик! Секунд остается до конца второго раунда. Полностью этот раунд был под контролем Нурло. Абсолютно ничего не удалось исполнить Рамазану Амирову. 2-0 по раундам.
ведет Нурлу Алиев после второго раунда. Рамазану нужно досрочно завершить этот поединок, если он хочет победить. Выходят все личные люди из клетки. Остаются лишь рефери и два спортсмена. Все готово к продолжению третьего раунда. Видим мы, что Нурлу выглядит намного свежее, чем свой оппонент Рамазан Амиров. Вау, красавчик! Боковой после защитного действия. Видим легок на ногах Нурлу явно на пользу пошло поднятие весовой категории. И еще один перевод. О, красавчик! Давай. Зная, что у него есть преимущество в борьбе. Но сейчас встает. Смотрим, не заиграется бы Нурлу Алиеву. Рамазан все-таки, несмотря на усталость, остается достаточно серьезным ударником. Хотя Рамазан Амиров сам делает перевод. Нурлу сразу же встает. Очень здорово. Очень тепло. Красавчик! Попадание с левой руки, левый верхам. И в это время Амиров попал ему ногой в пах. Видимо, тяжело Рамазану Амирову. Даже несмотря на то, что удалось ему перевести своего соперника в начале третьего раунда, тот сразу же вскочил вверх, показав отличную борцовскую подготовку. На самом деле сейчас передышка, она на пользу больше Амирову. И Нурлу, видимо, понимает и сразу старается продолжить поединок, по минимуму взял время на восстановление. Видимо, намного свежее он, двигается в черноте, видит возможность удара Амирова. Жестко справа, колено. Вот сейчас могут настоящие проблемы начаться у Рамазана Амирова. Давай! Попускает с левой руки. Забивай, братан! Локти подключает Нурлу. Похоже, сейчас будет включаться на финальный спорт. Много сил у него осталось, мы видим больше, чем у Рамазана. Да, оглядывается по сторонам Нурлу, понимая, что полностью он контролирует ход поединка. Чуть-чуть заигрывается, видим, да, подбадривает публику, приветствует ее. В стиле Хабиба Нурмагомедова немножко действует, о котором мы сегодня уже говорили. Да, разговаривает со своим соперником, разговаривает с публикой, всячески показывает, что он хозяин клетки в данном поединке. Говнись!
Да, продолжается полное доминирование Нурулло Алиевым в данном поединке. К сожалению, не получается пока конкурентного боя. Но, возможно, это первый бой за вечер сегодняшний, который дойдет до решения. Да, понадобилось 10 поединков, чтобы хоть один закончился решением. Действительно, очень яркий сегодня вечер боев в городе Астрахань. И поднимает Максим Протасов стойку. Всё, это нормально будет. Осталось до конца поединка. Успеет ли что-то Рамазан сделать? Ему нужно идти ва-банк. Я думаю, он понимает это. Но пока недостаточно сил у него. Опущены руки у обоих спортсменов. Вау, красавчик! Хорошее попадание от Амирова. Попятился Нурулло, но все-таки переводит Нурулло. Да, единственный за 3 раунда успешный эпизод в исполнении Рамазана Амирова закончился тем, что он опять-таки оказался на спине в партере. Максим Протасов призывает спортсменов работать активно. Рамазан вяжет руки сопернику. Концовка боя. Да, я думаю, можно спокойно и совершенно уверенно. Добро пожаловать в октагон председатель совета директоров московской пивоваренной компании Игорь Ким и президент филиала клуба Ахмат в Таджикистане Раджабали Байонов. Да, можно уверенно поздравить Нурулло Алиева с победой. Ой, такой красивый бросок за кадром. Но для вас остался Нурулло Алиев. Бросил Раджабали Байонова в партер. По-дружески, конечно же. Оу, бля. Да. Удачным оказался подъем на весовую категорию выше для Нурулло. Рамазан Амиров тем временем расстроен. Пытался он покинуть клетку, остановили его. Обязательно надо остаться, несмотря на горькие эмоции. Да, и ждем объявления победителем от Александра Загорского. Бойцы на середину. Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей одержал победу и остается не знающим поражений Нурулло Алиев! Таджикистан, Ахмат! И аплодисменты его сопернику Рамазану Амирову и памятное фото.
победителю Нурулло Алиев. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Спасибо большое всем там земляки, те, которые смотрят, болеют за меня. На все воля Всевышнего. В этой жизни у нас есть планы, но у Всевышнего есть свои планы. Я 2 раза не смог выйти в клетку по состоянию здоровья, травмы. Многие критиковали меня. Насчет, вы все знаете, я должен был провести бой 28-го с Анваром Черкезовым. Из-за травмы в руке я не смог выйти. Но то, что критиковали меня, я открыл свой гипс. Все знают, с трещиной кистью я пришел подрался. С Анваром Черкезовым я громких заявлений не буду делать. Хоть бы 5-10 минут дали бы мне. Я с ним еще 5 раундов подрался бы. Пусть, если он знает, видит, пусть бежит в 70 или в 77, 84. Иншаллах, я в любом весе с ним готов драться, в любом весе. И пусть знают то, что нету никакой организации мира, чтобы боец пришел ни одного рейтингового боя не провести и сделать бой за титул, и сразу ему второй бой в лиге дают за другой титул в среднем весе. Пусть все знают, что чемпион я в легком весе. Я выиграл гран-при достойно. Я перейду в 70, защиту сделаю, иншаллах. И как говорил мой брат, потом я перейду на 77. Я сначала проведу свою защиту на 70. И хочу поблагодарить нашего главного и старшего брата, президента клуба Ахмад Раджабали Байонова, за то, что он делает. Все эти наши победы, это его причина и его заслуга. Спасибо ему большое. Спасибо нашему президенту, нашему мэру городу за то, что поддерживает нас, спортсменов. Спасибо президенту клуба Ахмад Абузайду Висмурадову. Спасибо всей моей команде за поддержку. И хочу отдельно поблагодарить президента лиги Александра Гурьянова за то, что дает мне столько возможностей и столько поддерживает меня. И Игоря Кима Горилла, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо моим братьям. Рахмедин Исмаил, Таджикистан опять! Нурулло Алиев. Красавчик.